Добрый вечер. Мода на одежду в этническом стиле давно завоевала все мировые подиумы. Татарское прикладное искусство тоже вернулось после многолетнего застоя. Татар Стайл вербует все новых поклонников, причем не только в республике. Очаги, платки, броши, сумки, украшения вместе с туристами разъезжаются по всему миру. В гардеробе местных модниц и модников даже появились свитшоты с надписями на татарском или с вышивкой. Кроссовки с традиционными узорами, деловые костюмы с национальной вышивкой – это лишь малая часть новых тенденций. Кто и как развивает этническую моду в Татарстане? Как долго продержится этот тренд? И не погубит ли погоня за коммерческим успехом вековые традиции высокого ремесла? Ответ на эти вопросы мы будем искать в прямом эфире на каналах ТНВ Татарстан и ТНВ Планета в нашем ток-шоу «Точка опоры». Итак, тема нашего сегодняшнего разговора, мне кажется, мы придумали ее интересно. Она звучит так: татарская мода и очаги против кроссовок. Еще раз добрый вечер. Я представляю ведущих в студии. Мой коллега, историк, доктор философии, ассистент профессор Амстердамского университета Альфред Бустанов. И журналист Светлана Спирина. Добрый вечер. Прежде чем обсудить ту красоту, которую мы только что с вами увидели на этом подиуме, мне бы хотелось представить гостей в студии. Это Ирада Хафизяновна Аюпова, министр культуры Республики Татарстан. Хайырлы кич. С нами сегодня вместе Дина Гатина-Шафикова, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Добрый вечер. Также среди гостей Айзат Мингазов, каллиграф, искусствовед, дизайнер. Хайырлы кич. Сейчас представляю Татьяну Вениаминовну Забегину, директора галереи «Эбиволь». Добрый вечер, рада вас видеть. Здравствуйте. С нами сегодня Лейсан Казиева, модельер международного класса, чью коллекцию мы видели. И благодарю вас, и добрый вечер, и благодарю вас за образ, который вы сегодня подобрали к этой программе, и для меня в том числе. Добрый вечер. И с нами сегодня Роза Федоровна Альмяшева, заведующая отделением по производственной практике и трудоустройству Казанского техникума народных художественных промыслов. Добрый вечер. А во второй части программы к нам присоединится Лилия Эльевна Саттарова, заместитель генерального директора и главный хранитель Национального музея Республики Татарстан. Напоминаю, что мы работаем на всех каналах в прямом эфире. Прошу, я думаю, что это сегодня не совсем обязательно говорить, но все-таки прошу соблюдать корректность высказывания, определенные нормы законодательства, иначе на правах ведущей имею полное право отключить микрофон или попросить покинуть ток-шоу, но думаю, что сегодня в этой красоте это, конечно, не понадобится. Наш телефон 554 56 10. Код Казани 843. Нас также можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте и на Ютубе. Участвуйте в дискуссии, задавайте свои вопросы экспертам по телефону и в интернете. И все вместе мы пытаемся найти точку опоры. А наши эксперты могут участвовать в дискуссии путем нажатия кнопок на пультах. Красный категорически не согласен с высказыванием, которое звучат в студии. Зеленый поддерживаю. Белый – нейтральная позиция. В течение недели мы проводили опрос в наших социальных сетях телеканала ТНВ. Задали аудитории вопрос: национальная одежда, модно ли это? И вот какие результаты. Да, это современный тренд. Так ответили 50% проголосовавших. 18% респондентов считают, что это прошлый век. И не в одежде дело, считают 32% принявших участие в нашем опросе. Зрители также могут подключиться в наше интерактивное голосование. Вопрос и варианты ответов звучат также. Сейчас вы видите их на своих экранах. Как уже понятно из отклика интернет-аудитории, тема весьма актуальна. Глядя на наших гостей, мы тоже понимаем, что тема актуальна и очень красива. И вот я сейчас предлагаю сразу же нашим гостям, наверное, ответить на вопрос, какая одежда с национальными мотивами есть у вас в личном гардеробе, как часто вы надеваете ее и на какие мероприятия? Ирада Хафизяновна, наверное, вопрос сразу к вам, потому что вы потом будете еще у нас там на ряде фотографий, да. Что есть? Вот сегодня на вас такие ботиночки. Ну, традиционные, да? это, безусловно, элементы одежды с использованием кожаной мозаики. У меня есть палантины с использованием традиционной вышивки и традиционных форм декорирования. И есть очень много ювелирных украшений серебряных. У меня есть... и полноценный костюм можно, конечно, собрать, и хасите, и, то есть различные варианты. Я вообще очень люблю способ самовыражения путем трансляции наших традиций в одежде. В повседневной жизни часто? В повседневной жизни, обувь это вообще регулярно. Сейчас немножко сложнее стало с ювелиркой, но тем не менее я очень часто украшения тоже ношу национальные. Дина? Я люблю украшения, я их ношу много. Причем, мне кажется, для молодежи это наиболее оптимальный вариант. Украшения могут быть как дорогие, так, например, и пластик, который очень многие девочки носят в качестве украшений, да, как различных брошек. Также носят футболки с различными надписями и различными узорами. Да, вот сейчас как раз об этом скажет Айзат, потому что
у тебя даже футболка, да? Или, Да, это у меня свитшот? худи получается с вышивкой на Заман Алифе. Про Заман Алиф надо, наверное, тоже рассказать. Да, это вот, татарский язык с использованием латинской графики. Вот самый ее совершенный вид. Про Ян Алиф, наверное, слышали, про первый вариант, про второй. И вот Заман Алиф, принятый в 2012 году, как самый лучший и совершенный вариант для татарского языка. Вот мы выбрали Именно эту этот графику. формат. Да, да. Хорошо. А Татьяна Вениаминовна, на вас мы сегодня тоже видим прекрасное украшение. Как часто вы прибегаете к использованию В силу того, национальной что одежды? я являюсь изготовителем национальной одежды, это у меня есть все. И сапоги, и украшения, и платья, конечно же. Ну, как часто приходится надевать, конечно, на праздники, для демонстрации своих гостей я это делаю. А уж вот жилет с национальной вышивкой, он у меня вообще повседневный, потому что в нем тепло, уютно, и он очень красив. Хорошо, Лисан. Начнем с того, что я тоже производитель национальной одежды, но я люблю минимализм. Я черный цвет просто, вот это мой самый такой тренд, но я люблю это все дело миксовать, то есть какие-то украшения. В данный момент у меня и чиги, брошки, даже джинсовую какую-то одежду я стараюсь украсить какой-то брошью. Изготовлено не только мною, но и другими дизайнерами. Кстати, местный дизайнер, вот Ират Хафизановна, Вы знаете, у меня в одежде присутствуют, безусловно, местные дизайнеры, но вот этот платок, который тоже с символикой, идентикой Татарстана и основными символами, он изготовлен московской производительницей. А так в основном местные модельеры. Она, Местные? да, в основном Да. местные. Роза Федоровна, у вас в одежде, я понимаю, что по работе вам полагается, да, и сегодня мы тоже видим и ботиночки, и платок, и украшения у вас. Как часто вы в повседневности используете национальную одежду, носите? Но в действительности мы и на работе как бы придерживаем немножко стиль одежды с национальной символикой. И очень часто мы принимаем участие в различных национальных мероприятиях, где мы в том числе представляем Республику Татарстан. есть И, просто конечно, обязаны. да, и, конечно, мы должны показывать нашу национальную культуру на достойном уровне. Да, мы И видим поэтому- украшения, которые у вас на столе, там просто тоже произведение искусства, мы потом о них подробнее поговорим. Сейчас в целом хочется сказать о том, что, в общем-то, действительно тренд, как бы то ни было, да? В современной республике Татарстан вот одевать, производить и говорить, собственно говоря, о одежде, да, какие-то делать такие посылы. Мне кажется, что есть очень такая тонкая грань между самовыражением и политическим высказыванием. Вот если мы на Изата посмотрим, да, он уже сам сказал, что Заман Алиф и в то же время, значит, герб, флаг Республики Татарстан, это все так самосочетается. И что вы хотите этим сказать? Вы надписи прочитали? Да. Ну, я хочу свою позицию заявить, во-первых, да, и да, сказать, что вот я из Татарстана, я татарстанец, я татарин, и я этим горжусь, и вот я вот этот вот смысл, ну, конкретно вот этим Это худи, позиция. я это транслирую. Интересно, Вот что да. Есть, например, свитшот, да, у нас вот он полностью Тоже. вышитый. Да, сюда ведь показывать. Просто нам показывайте, да. Вот. Перед собой мы все видим То так. есть он Мгм. полностью вышит, тут больше 180 слов, и Уян тут татар. все, да, уян татар. Он вот Повыше, да. Умбишилейка, барсда барманда. Куребес. И получается здесь фразы, да, цитаты из татарской антологии, потом из современных татарских песен, из современной. В общем, вот появляются, татарских да, произведений, да. люди, производящие, дизайнеры, производящие, наверное, сохраняющие высокое искусство. Появляются люди, которые продвигают, скажем так, общественно-политические смыслы через одежду. Есть люди, которые продвигают масс-маркет. Сейчас мне хочется сказать, что вообще становится трендом даже на политическом уровне, да, поддерживают лидеры республики, руководители. Президент Татарстана, по-моему, впервые, по-моему, появился на мероприятие, посвященном столетию ТССР. Для других выходов официальных он предпочитает френч с воротником, стойкой, без галстука. Альфред, вы практически Поддался поддался моде. Это отсылка к костюму городских татар начала 20 века. Моду эту поддерживают многие чиновники, политики, артисты. Известные женщины, там дальше будет, конечно, Ират Хафизянова, Наташа Фишевна, Бекмамбетова. Тоже используют очень много, еще больше, наверное, элементов национальной одежды. Нам, женщин, в этом плане повезло. Вот как мы могли бы оценить сегодня вот эту тенденцию? Вот это дань моде или костюм все-таки, чтобы напомнить об самоидентификации, это обращение к родному народу? Код идентификации, да, Альфред? Ты не любишь, правда, это слово? Код.
Но на самом деле культура, вот мы рождаемся, мы приходим в этот цвет, у нас есть генетическое, да, вот генетический код. Все, что касается нашей самоидентификации, да, то есть то, как мы себя выражаем, это как раз культурный код. Все то, что мы приобретаем в течение жизни. И я бы хотела сказать, что это не только одежда, это стиль жизни, то, что мы кушаем, как мы думаем, как мы принимаем решения, как мы проводим праздники, как мы проводим дни рождения, какой стиль жизни мы выбираем, что нас окружает, мебель, я не знаю. Вы посмотрите, обратите внимание, в театре Галиаскар Камал какая потрясающая мебель. Она с использованием национальной нашей традиции, кожаной мозаики. Я считаю, что это просто способ самовыражения, и более того, очень часто, вот, я не специально это делаю, я это ношу и за рубежом очень часто, и это то, что привлекает внимание чаще всего. Мои национальные акценты. Это, я думаю, круто. Нам уже говорят, что ненадолго мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. Жилой комплекс «Уникум» — это ваше собственное жилье в IT-городе Иннополис от 3 миллионов 900 тысяч рублей. Экологически чистый район с современной развитой инфраструктурой. Детский сад, лицей, университет, горнолыжный комплекс и спортивно-развлекательный центр ждут вас. Осталось меньше 50 квартир. Бронируйте 556 59. Хизмат хокукимиде. Кредит түләп булмый. Банкрот центрга шалтыратырга вакыт. «Шевроле» от 649 900 рублей. «Авто-1» 470-470. Большой выбор морской и пресноводной рыбы для аквариумов в магазине «Аквамарин» на Боруди 4. Телефон 215 55 77. Набрали кредитов и платите из последних сил? Спишем ваши долги законно. Звони прямо сейчас. 280 06 01. Начни жизнь с чистого листа. Акция на ТНВ «Made in Татарстан». Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Спешите видеть в Казанском цирке с 29 января по 28 февраля долгожданное шоу слонов и магия цирка. И этот праздник русской речи высокой глубью сотворен, как путь, где трепетные свечи ведут над пропастью времен. Юнноморец. Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Мы сегодня обсуждаем замечательную тему «Национальная мода». Ичиги против кроссовок. Сегодня замечательные гости у нас в студии. Мы остановились на том, что такое сегодня национальная одежда, почему развивается вот этот тренд, что это дань моде или это стремление определить свою национальную принадлежность. Ирина Катюзяновна, да, политическую позицию, как, например, Айзат сейчас выразил. Вот, наверное, все-таки задам вопрос Татьяне Вениаминовне. Как вы думаете, вы одна из первых начинали продвигать национальную моду? Да, это так. 25 лет назад, когда было мое предложение дамам, так скажем, из государственных служб, для того, чтобы это изобразить, я тогда получала не то, что нет, нет, как-то не актуально. И еще я помню, как 25 лет назад, когда мы предложили, чтобы в гардеробе каждой татарской женщины был татарский костюм, это сбылось. Только прошло 25 лет. Но это очень радует на самом деле. И я считаю, что вот я сейчас занимаюсь больше историческим костюмом, то есть вот той правдой, тем настоящим костюмом, историческими исследованиями, что как было. Но это не значит, что мы заставляем женщин, молодых женщин одеваться именно в тот исторический костюм. Это просто невозможно. Потому что надеть то платье, многослойность, это сегодня невозможно. И то, что появляются такие новые подходы, меня, конечно, радует, несмотря на то, что у меня сегодня как раз выставлены исторические образцы. И можно, так сказать, сравнить, что можно оттуда взять. И я считаю, что вот появление новых тенденций, когда можно элемент использовать, вот он как раз и говорит о том, что людям хочется это иметь вот, и в гардеробе, и показать.
и миру показать в том числе. Но меня это радует, конечно. Самовыражение, Мне да? нравится, да. Я могу Хорошо, задать да, вопрос? Татьяна Вениаминовна, вот 25 лет назад вы начали. Кто был ваш потребитель? Для кого вы работали? 25 лет назад было так, что сначала первоначально потребителем были мы сами. То есть это как по той песне. Вы полагаете, все это будет носиться? И я говорила, я полагаю, что все это следует шить. А какой возраст? Это На средний самом возраст деле или меня, молодежь? да, на самом деле меня часто это спрашивали, кому ты это все делаешь. И я говорила, вот я делаю это. И, конечно, первыми потребителями были первоначально женщины более взрослые. То есть это старшее поколение. Старшее поколение. И у меня были такие наставницы, как Флёра Анасовна, Нурания Апа, были такие замечательные женщины, и вы их знаете, Рада Хвиндзян, замечательные, которые она говорит, я хочу, чтобы все ходили одеты по-татарски. Она вот делала это платье, она была очень мила, и они меня очень многому научили. И, конечно, да, потребители были вот именно такое поколение. Но это как раз-таки основные потребители, это были ансамбли, артисты. Первые, конечно же, первый год. И еще появилась необходимость выразиться в этом молодым дизайнерам. Вот что произошло, когда молодые, самый первый конкурс молодых дизайнеров 20 с лишним лет назад открыли, «Аллея тенденций» была, тогда еще не было других конкурсов. И вот тогда у меня было единственное условие, что вы делаете стилистику народного татарского костюма. И я тогда увидела, как эта тема захватила, и как ее стали девочки интерпретировать. Ну и, конечно, тогда в те годы был театр моды Лик, я сегодня как это... Историческая справка. Театр моды Лик, Ильдан, вот там тоже это придавали. И очень многие хотели иметь костюм такие, как у нашего ансамбля песни и танца государственного. То есть вот те диктовали моду. Сегодня совсем другие тенденции, конечно. Лейсан, как вы оцениваете сегодня вот этот рынок национальной моды? Конкурентов, наверное, стало гораздо больше. Гораздо больше. Я хочу сначала восхищение сказать и Биволь, потому что я украдко тогда еще подсматривала, я даже не думала, что я буду делать какие-то коллекции, потому что я занимаюсь татарской модой, можно сказать, татарским стилем чуть больше 10 лет. И вы знаете, для меня был такой толчок, когда я очень много езжу за границей, в общем, и вот самый такой вот для меня показатель, когда все собираются в аэропорту, и ты там видишь, это мексиканец, это из Египта, а мы не похожи на себя. И то есть меня вот это подтолкнуло делать какие-то коллекции. И традиционный татарский костюм, это же, естественно, крой, это ткани, крой, которые использовались тогда еще бабушками, а я делаю стилизацию. То есть какие-то элементы на современный силуэт, современный крой, то, что более ближе к женщинам 21 века. И, соответственно, но сейчас я уже занимаюсь больше творчеством, так как я делаю коллекции и выставляю их за границей. То есть там они воспринимаются на ура, они начинают рассматривать, и ты понимаешь, что ты делаешь что-то такое большое, такое вот значимое. Вообще это интересное такое движение из театра и из ателье на улицу. А так и происходит, в общем-то, мне кажется. Вот вы видели происходит самое всегда, первое да? платье, которое я сделала. Для меня это эксперимент. Я не занимаюсь стилем casual, но я так, а почему вот молодежь может, чем я хуже? И я попробовала, это мое авторское было платье. То есть мы делали разработку с художниками, делали печать на ткани. И то есть людям нравится. А где это вот лакмусовая бумажка? Как определить, что это национальное, это татарское? Это входит в канон, а это не входит в канон? Как определяете? И самый главный аргумент, который я часто слышу от старшего поколения, наши мамы и наши бабушки так не одевались. Как определить, татарское, не татарское? Да, можно, если позволите, есть три тренда. Первое – это, безусловно, сохранение, чисто традиционная история, когда сохраняется и технология, и крой, и силуэт, и это все полностью, оно действительно соответствует традиции. Второе направление, когда допускаются некоторые вариации, и эти вариации, они действительно могут использоваться как определенный элемент одежды, но не сохраняется полная вот такая аутентичность облика. Это следующее направление. И третье направление, то, что радует, то, что сегодня очень много появляется дизайнеров. Вот в третьем направлении это актуализация. Это, с одной стороны, современное, но с другой стороны, это уже эксперимент. И вот это даже мы видим, да, то есть это способ самовыражения, это современно, это эксперимент, но тем не менее самоидентификация путем этого стиля, она производится. Сейчас какая беда? Сейчас можно я добавлю?
Сменность поколений. То есть 25 лет назад шла стилизация с театра. Современная молодежь эту стилизацию не принимает. Это считается устаревшим и некрасивым. Современная молодежь как раз-таки вот по третьему пути идет, как вот Ирада Хевзяновна озвучила, вот когда добавляется традиционный компонент в современный костюм. А вот стилизация, это уже как бы считается... Вот... Возмущен просто молодой человек. Давай. Не согласен просто. Да, это. Вот я как-то на первый вопрос все-таки получилось, что не ответил, да, в полной мере, про гардероб, да. Вот мой гардероб на 90% состоит как раз из национальной одежды. Айзат, у тебя не стилизация. Вот. Ну, это не театральная. То есть я же видел, как ты одеваешься, как вот, ты... то есть у меня есть два основных стиля, да. Берсе, значит, современный, да, вот как я пришел, вот такие луки. Вот. А другой вариант — это уже такой классический вот, татарский костюм конца 19-го, начала 20 века. Согласна, городской костюмный комплекс. Да. Да, городской. Ну, как примерно, как Альфред сегодня выглядит. Нет, немного по-другому. Я бы сказала, что все-таки как раз молодежь очень часто сегодня, она действительно обращается к историческому костюму. Причем, мне кажется, и его более актуализирует в современной среде, то есть, и это считается модно и стильно. Кстати, в мире тоже элемент. Знание именно исторического Сейчас, контекста. Да, сейчас я хотела, и как раз режиссер запустит нам всевозможные песчан-базары, выставки, фестивали и так далее, где принимают участие молодые дизайнеры. Пока на кадрах там все это идет, мне хочется спросить, вот да, в моду вернулись. Как сегодня, вот, на ваш взгляд, например, от Хевзяновны развивается национальный сектор легкой промышленности, если это можно сказать, и могут ли модельеры, дизайнеры рассчитывают сегодня на какую-то дополнительную государственную поддержку? Или настолько сейчас все это востребовано, что господдержка не требуется вообще? Ну, я могу сразу сказать, что с точки зрения народных художественных промыслов мы осуществляем грантовую поддержку. Мы вот в прошлом году возобновили работу художественно-экспертного совета в сфере НКП. И радует, что 190 у нас новых изделий пришло, да, из традиционных промыслов, но при этом они актуализированы и носятся в современном мире. Кстати, тапочки у меня очень многие вот люди тут были, очень удобная, реально удобная вещь. Вот. А то, что касается уже промышленной истории, да, мы в этом не дорабатываем. Я считаю, что это потенциал развития, и когда мы говорим о развитии креативных индустрий, это именно тот потенциал создания новой добавленной стоимости, который у нашей республики есть. Территория мастеров, он есть. Нужна вот поддержка дизайнера? Конечно. Это для массового производства обязательно. Это другая инфраструктура, это другие объемы. То есть одно дело, когда ты сохраняешь традицию, другое дело для того, чтобы открыть шоурум. Шоурум в Милане есть у очень многих наших российских дизайнеров. Я не нашла там, например, шоурума наших татарских дизайнеров. Это интересная история, это нужно продвигать, это способ самовыражения и повышения узнаваемости нашего народа, нашей культуры. Именно для этого нужна поддержка по поводу того, что там есть шоурум наших российских дизайнеров. Они с поддержкой туда попали или они сами? Вы знаете, есть разные варианты. Я интересовалась, я спрашивала. Кто-то, он действительно попадал через определенные вот такие мероприятия, да, когда проходит. Через господдержку, получается, да. Он попадал вначале на различные недели мод и так далее, да, при поддержке, а потом уже, получив признание, он открывал там небольшое там шоу, пространство, шоурум, где мог транслировать. А кто-то, вы знаете, были самородки, которые выходили сами. Но это в основном casual стиль, когда нет такого, когда низкая себестоимость, и когда там только элемент, либо это действительно какая-то вербализация, либо просто какой-то отдельный компонент, орнамент. А какая вот господдержка нужна? Вот, я не знаю, Татьяна Вениамин, Лейсан. Здесь есть такие сложные вещи. Конечно, нужна и грантовая поддержка, и она осуществляется, и мы тоже участвовали в этом, и получали когда-то в свое время эту финансовую помощь. Вот. И есть еще такая штука, о которой все говорят, это госзаказы. Это очень сложная система, когда ты предлагаешь качество, изысканность, историю, и ты предлагаешь истинность, а кто-то предлагает на 100 рублей меньше. Вот и все. Но здесь мы уже никуда пойти не можем. И я знаю, как ансамбли, когда вот приходит к нам кто-то заказывать, и есть ситуации, когда недобросовестного, может быть, вот какого-то подхода тоже. Как мне сегодня бы не хотелось как бы вот эту тему открывать, она для другой другая передачи. Конечно, все есть. Все как и везде, все, конечно, есть. Но вот госзаказ – это сложная штука, потому что когда получают
заказ не квалифицированный, не профессионалы, у них, конечно, цена будет меньше. Вот здесь можно было подработать. Хорошо. Ну, а так... Хорошо. Нельзя ориентироваться только, коллеги, нельзя. Мы должны сделать это модно. Вот главный потребитель все-таки это не ансамбль. Главный потребитель это должны быть люди, понимаете? И не только, и нельзя ограничивать территорию. Ну, я про форму поддержки. Да, конечно, про То это, есть о чем мы говорим. я считаю, что сегодня очень актуально в части продвижения. Вот здесь мы не дорабатываем. И если бы мы продвигали больше, вот это хорошая история. Уже первая часть программы подошла к концу. Ирада Хафизяновна покидает нас в этой первой части. Я благодарю вас за участие в программе. Гости остаются вместе с нами. Мы еще продолжаем. Ток-шоу «Опоры» на ТНВ, ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Так что не переключайтесь. Скоро будем. Еще раз добрый вечер. Это ток-шоу «Опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. И тема нашей сегодняшней программы — татарская мода и очаги против кроссовок. Эту тему мы обсуждали уже в первой части нашей программы. И вот наступила и наша вторая часть. К нам присоединилась гостья. Да, Лилия Ильина Саттарова, заместитель генерального директора Национального музея Республики Татарстан. Добрый вечер. Зрители могут включаться в интерактивное голосование. Вопросы вы сейчас видите на экране. А я сейчас приглашаю на этот подиум девочек замечательной коллекции Лейсан Хазиевой, которая сегодня у нас в гостях. Мы видели в первой части программы. Девочки, проходите. А Лейсан, я думаю, нам расскажет. Итак, что сегодня носят? Я хотела бы сначала уточнить, все-таки продублировать, что это идет стилизация. Это не традиционные татарские платья. Скорее даже стилизация орнамента. Вот я хотела бы ознакомить с первым платьем. Это каждодневно. Для меня это эксперимент, так как я не занимаюсь стилизацией casual стиля. И мы разрабатывали вместе с художниками вот такие вот орнаменты, сделали принт, то, что сейчас очень модно и актуально. Далее идет второе платье. Это очень много прекрасных дам, которые ко мне приходят и просят сделать какое-то современное платье, но с элементами, с нотками татарскими какими-то вот орнаментами. Соответственно, мы разрабатываем, это все ручная вышивка, так как мы занимаемся именно ручной вышивкой и расшиваем это все камнями. Так, и подиум. И подиумная, это модель подиумная, сделана из шелка, из китайского шелка, мех. То есть это то, что может позволить себе, конечно, каждая женщина, но при этом это идет, обязанность какой-то вот несет в себе, так как здесь очень много ручной вышивки из чешского бисера, то есть это стразы Сваровских. То есть это трудоемкая работа, которая действительно предназначена для подиума. Я даже боюсь примерно стоимость предполагать, да, подобных вещей. Вот сейчас как раз мы хотим у Дины поинтересоваться. Вот сейчас носят такое, а раньше что носили? И насколько это похоже с тем, что носили ранее? Я бы, конечно, хотела немножко поспорить с Лейсан. Я не думаю, что сейчас все носят такое. Мне кажется, это единицы. Вот. И по поводу, чисто с этнографической стороны, мне кажется, этнографии здесь очень мало. Вот. Начиная от кроя и заканчивая, может быть, немного узором. Стилизация. Очень да. стильно. Для меня, конечно, очень стильная стилизация. Временами я даже не узнаю татарский узор. Признаюсь честно. То есть не в обиду будет сказано, очень красивые модели, платья, но татарского здесь не так много. А какое оно было? Давайте с вами посмотрим. Так, сейчас нам пока поставят, а можете начинать уже такой небольшой. Но вообще необходимо эксперимент. понимать, что традиционная одежда, она была более монументальная, более свободного кроя. Если говорить о более ранних образцах, то это туникообразные рубахи, которые были очень длинными. Здесь очень быстро идет видеоряд от начала 19 века, середины 19 века, мужской и женский костюмный комплекс, который потом перейдет к концу 19 века. То есть наиболее ранние образцы, они свободного кроя, длинные, с длинными рукавами. А к середине 19 века можно сказать, что декор становится больше именно волнообразного. На женских костюмных комплексах мы с вами здесь можем посмотреть на рисунки Карла Федоровича Гона. Это, кстати, этнографические рисунки. Говоря о головных уборах, они были разнообразны, не только колфаки, к которым мы с вами привыкли. Вот, это один из головных уборов. Очень много вышивки. Вышивки тамбурным швом было среди татар. Причем тамбурный шов был настолько знаменит, что он уже был и чуть ли не полупромышленного масштаба, когда его вывозили, продавали, показывали на различных выставках. Вот. А относительно костюмного комплекса уже к концу 19 века это уже ближе к стилю модерн, когда у нас появляется и отрезная талия, и появляется сзади турнюр, и платье становится уже такого чисто городского типа, но это в городе. На селе, конечно, этнография сохраняется намного дольше.
А если говорить о других наиболее таких знаменитых татарских элементах, это, конечно, у нас кожаная мозаика, это у нас вышивка, а также ювелирные украшения. При нами, кстати, перед вами девочка была зарисована с фотографии в одном из московских журналов. Вот, соответственно, копирование было не только фотографическое, но и от руки. Очень часто оно переходило из одной книги в другую. Если мы с вами продолжим дальше видеоряд, почему-то остановился у нас, то мы увидим, да, ну, как раз-таки вот щитек, женский. Лилия, может немного рассказать по поводу узора, характерного для татарских женщин в качестве кожаной мозаики. Вот. Щитеклер были разные. То есть мужской щитек, он не украшался так обильно, как женский. Когда меня спрашивают, а что, и мужчины такие же сапоги носили? Безусловно, нет. Мужчины себя украшали немного по-другому. Это был более скромный комплекс украшений. Например, на зажжу с Айзатом по этой теме возник небольшой спор. Когда меня спросили, что же носили мужчины в качестве украшений, я сразу сказала, это перстень, часы в городском варианте, да, и тут мне Айзат добавляет, что, а почему только это вспомнили? Айзат, поделишься? Да, вот я начал рассказывать про тасбих, да, про четки. Вот, в фондах Национального музея есть четки из довольно-таки дорогостоящих материалов, да. Причем материалы были разные? Да. И, то есть я не думаю, что это все нужно было только вот из практической как-то точки зрения, да, какой-то вот элемент как использования как аксессуара тоже имело место быть. Потом тюбетейки, да, токьялер, которые, то есть самый скромный вариант это вот черная тюбетейка, но при этом очень много примеров, в которых на тюбетейках используется вышивка, олтан укаблен. То есть это тоже украшение, аксессуары? Безусловно, украшения. я сначала да, не даже заметила, потом тюбетейки действительно с вышивкой Айзат с правильно жемчугом подметил. встречаются. Вот, потом я видел еще папахи тоже сверху использованы. По типу папахи каракулевые шапки да, носили, любили, особенно вот в городской зажиточной среде. У мужчин была такая не менее, своя мода не менее, была, да, не менее роскошная безусловно, мода. говорить. Да, мы, подожди, я хотела уточнить еще вот один момент все-таки, Роза Федоровна, да, вы готовите сейчас, это техникум художественных народных промыслов. Что у вас из тех традиций, что сохранилось сегодня окунаетесь ли вы в историю, прежде чем готовите? Да, конечно. Мы, наверное, единственный техникум в Республике Татарстан и, возможно, в России, который действительно занимается изучением, сохранением и возрождением народных традиций. Вот как было сказано, что основными промыслами у татар это были кожаная мозаика. Вот хочу показать. Вот как раз у нас на фотографии. Это уже кожаная мозаика, то есть уникальный промысел. Все делается вручную. Почему называется кожаная мозаика? Потому что испокон занимались выделкой кожи татары и, вырезая детали кожи, потом соединяли уникальный шов. Шов уникальный, казанский шов его называют. Он делается вручную на специальном оборудовании. До сих пор ничего не придумано, чтобы как-то этот шов, так скажем, сделать на каком-то современном оборудовании. Это невозможно. То есть все делается вручную. Действительно, работа уникальная. Только вот татарские женщины, наверное, долгими днями, вечерами могли это делать. Потому что, да, и у вас украшения как раз тоже это замечательная роскошь, которая не продается. Да, ну вот я хотела просто сказать, у нас самые востребованные как раз профессии, специальности – это декоративно-прикладное искусство, дизайн и ювелир, художник по костюму и портной. Вот очень хочу остановиться на ювелирных украшениях, потому что ювелирные украшения – это тоже традиция, это промысел нашего народа, который действительно уникальный. Испокон веков технологии традиционные – это скань, филигрань. И на самом деле наши студенты, и касается как раз вышивки, кожаной мозаики, ювелирного искусства, сначала изучают историю, сначала изучают истоки. Мы в том числе приходим в Национальный музей Республики Татарстан, другие музеи изучаем. И вот эту культуру мы передаем, и потом уже вместе с мастерами это воплощается в наших изделиях. Я думаю, что мы как раз, если здесь все работодатели в основном представлены, то мы как раз то учреждение, которое готовит специалистов и которые должны нашу культуру, национальную идентичность показывать в нашей жизни. Хорошо, спасибо. Мы вернемся в студию буквально через минуту, не переключайтесь. Татары – великая нация. Люблю Татарстан как место, где родился мой отец.
Это место поистине сказочное. Лучшего на Волге не знаю. Пока течет Волга, а я абсолютно убежден, что она никогда не высохнет, не пропадет и нация. Сергей Шакуров. И вы скажете: «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Холодильники Хайер со скидкой до 20 тысяч рублей за небольшие внешние дефекты. Набрали кредитов и платите из последних сил? Спишем ваши долги законно. Звони прямо сейчас. 280-06-01. Начни жизнь с чистого листа. С 1 по 27 февраля на сцене Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля 39-й Международный Шаляпинский фестиваль. Лучшие спектакли репертуара с участием звезд оперной сцены. Ждем вас! Казанский федеральный университет совместно с комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка проводит бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Курсы будут проходить в Казани, Елабуге и Набережных Челнах с февраля по май 2021 года. Более подробную информацию можно получить на сайте Казанского федерального университета. 0+. Не могу точно сформулировать, что значит быть татарином, но физически я ощущаю различия. Наша татарская кровь бежит быстрее, она всегда готова закипеть. И мне кажется, что мы более томные, более чувственные. В нас есть своеобразная азиатская мягкость и в то же время горячность наших предков, этих прекрасных немногословных всадников. Татарин, в сущности, довольно сложное создание. Таков и я, Рудольф Нуриев. Так, а ток-шоу «Точка опоры». Сегодня мы говорим о национальной моде. И продолжаем этот разговор. Да, подключим Лилину к нашему разговору. Вот как соотносятся те реалии, значит, которые хранение в Национальном музее и современных тенденций моды, производства? Ну да, вот то, что мы сейчас говорили, конечно, это все как бы, ну, к моде не имеет отношения, скажем так. То есть вот то, что было показано, да, это дизайн и это мода. А то, что, так сказать, ну, воспитываются на основе традиций какие-то мастера народных промыслов, это совсем другое, я бы сказала. Потому что, конечно, введение как бы национального духа, скорее всего, да, в современную моду, это этномода, это очень большое сейчас направление. Вот, и оно не всегда как бы пользуется языком тех форм и аксессуаров, которые мы носили с вами, наш народ носил более 150 лет назад. То есть мы должны признать, что мы вот это все, что посмотрели сейчас на экране, мы уже более 100 лет не носим, как татары. Вот. И нужно ли возвращать, так сказать, тюбетейку, нужно ли возвращать калфак, нужно ли возвращать там хасите, это очень большой вопрос. То есть мне бы хотелось поднять планку разговора как-то по-другому, потому что народы мира совсем по-другому сейчас относятся к своему национальному костюму, объявляя день монгольского костюма, например, да, день народного костюма. То есть такие народы, которые, конечно, никогда не прекращали традицию ношения, то есть они живут в ней. Да, тогда это можно как что-то такое натуральное воспринимать. Если мы сейчас начнем с вами возвращать как бы какие-то элементы одежды, но это не будет выглядеть естественно, и это не будет выглядеть модно. То есть если мы хотим говорить о моде, то просто должен быть гений дизайна, который стилизует, соединит так сказать, тот дух татарского костюма и тот дух татарской традиции над современными тенденциями моды. Здесь, так сказать, не более того. Я вот так воспринимаю этот разговор. Что касается самих традиций, да, и самих вот, воплощенных в коллекциях Национального музея, например, то, конечно, глубоко погрузившись в эти коллекции, я сейчас могу сказать, что мы очень плохо знаем татарский костюм, татарскую одежду и вообще и аксессуары тоже, потому что
они плохо изучены, они плохо изданы, они плохо представлены публике, практически не представлены вообще. Даже в коллекциях, даже в экспозиции Национального музея Республики Татарстан. Ну, так сказать, мы можем говорить о том, что причина этому в нашем музее – это отсутствие площадей определенных, да, выставочных. Вот. Но в то же время, вот, поднимая планку разговора, как я уже сказала, да, хотелось бы говорить о том, как другие народы поступают со своим наследием. Вот мы с вами огромный народ, государствообразующий, как мы себя называем, да, с колоссальным культурным наследием, которое воплотило в себя влияние других народов и которое повлияло на народы, которые живут рядом. Но мы очень плохо его изучили, несмотря на большое обилие литературы, которая как будто бы существует по татарскому костюму, одежде и так далее, начиная там с 1948 года. Там Спиранского орнаментов, и ранее, да, публиковались какие-то книги, вот, и заканчивая там публикациями там, Сусловой в 2019 году, скажем, по татарскому костюму. Тем не менее, костюм татарский, он гораздо более многообразен, вот, и как правильно говорилось, то есть вот формы, они могут быть очень разными, и, например, такие небольшие народы без обид, да, как, например, монголы, да, просто удалось побывать и изучить этот опыт. Они создают, например, национальные реестры своей одежды. И тип одежды у них всего один, в отличие от нас. Это монгольский дегел. Это халат, да, с запахом, который повлиял на... То есть один национальный реестр одного типа одежды. То есть насколько мы с вами вот отстали, скажем так, да? Дина, с чем вы не согласны? Да, я сразу начала давить по поводу, во-первых, честно возмутилась по поводу научного сообщества, что татарский костюм не изучен. Нет, а я не сказала по поводу научного сообщества. Ну нет, вы просто сказали, что татарский костюм не изучен. Не изучен, потому что изучен он будет тогда, когда вот в коллекциях Национального музея не останется фарточка, тряпочки, да, на которой не сделана выкройка. Понимаете? Потому что есть, да, они висят, эти платья, да, и публике запущено буквально 2-3 типа этих платьев. И вот, значит, уважаемые преподаватели, на основе этих 2-3 типов они вынуждены воспитывать поколение, а этих типов гораздо больше. И они зависели от, ну, этнотерриториальной принадлежности, как вы понимаете, да. Потом даже то, что у нас осталось от казанских татар в наших фондах, да, ведь их носили разные женщины, да, в разное время года и по разному поводу, да. Вот это нужно изучить, потому что оборка, она не была всегда такой, которую мы вот ее рисуем везде. Понимаете? И вообще существует ли этот самый национальный татарский костюм, который нет, можно изучать? Понимаете, и то, что мы знаем, конечно, мы не знаем средневекового костюма своего, да, ну, практически мы можем, беда, что мы не знаем фантазировать, костюма, мы только можем предполагать. Беда, наверное, это все-таки история научного сообщества, это, наверное, история о дело в том, что, я позволю себе продолжить, дело в том, что если мы это наследие не вбрасываем, да, вот в среду дизайнеров, да, если мы в полном объеме это не подаем, тогда для них нет источника полноценного для вдохновения. Я правильно понимаю? Да? То есть, кто должен подать вот это? Мы должны, то есть я в данный момент вот инициирую, да, как Национальный музей Республики Татарстан, создание национального реестра татарской одежды и призываю присоединиться все научное сообщество. То есть мы откроем свои фонды, вот, но музейное сообщество не может само справиться с этим. Потому что как бы для этого нужно, конечно, то есть задачи музеев другие, задачи музеев хранить не только. То есть мы не можем изучать всю коллекцию сразу, у нас нет такого потенциала. Вот. Мы хотели бы, чтобы к нам присоединилось государство, которое окажет поддержку, да, и научное сообщество в лице, значит, этнографов, искусствоведов и так далее, и так далее.
Сейчас вы все равно пришли, похоже, к спорному вопросу. Вот сейчас, я думаю, модельеры здесь где-то возразят, наверное, потому что необходимо соблюсти, и сохранить традицию и бизнес-интересы в том числе. Мы сейчас говорим в целом вообще о продвижении, и, может быть, не столь важно, как идеален ли этот орнамент в том виде или нет, или стилизация сегодня популярна, которую и принимают модельеры. О чем мы говорим? Не, мы просто все время сводим к орнаменту. Но эти костюмы, это не только в орнаменте. То есть вот татары носили восточные ткани. Понимаете? Костюм был очень богат. Вот. Там не надо сводить к фольклорности, да, и к простой народности, к деревенскости. То есть мастерицы вышивали там на каких-то однотонных тканях. Ничего подобного. Татары носили дорогие восточные ткани. Нет, ну это зажиточное сообщество, то есть, безусловно, это не все татары, то есть Силуан носил и татары не все были бедными, да, как бы вот, да, и трудились много, и зарабатывали. Да, во многом согласна, и хочу сказать, что вот мы сделали очень интересно, вы говорите про туристов, которые приезжают, а ведь приезжают татары, которые имели в своих предках татар. Мы сделали костюм касимовской татарки, крымской татарки, мы сделали костюм астраханской татарки, кряшенки, мишары и, естественно, казанской татарки. И нам очень интересно, когда заходят женщины, татарочки или мужчины, и говорят: а где татарский костюм? Я говорю: вот это все татарский костюм. И то, о чем вы сказали, на самом деле, вот костюм астраханской татарки, например, там такая же многослойность, но совсем другой крой. И это интересно. Крымская татарка, естественно, там нечто созвучное Кавказу, да, вот, так будем говорить. Кряшины, вы сами понимаете, там есть мотивы в узорах славянских, и так далее, и так далее. Я не буду претендовать на научное такое исследование. Но что же мы сделали? Я понимаю, ко мне обратились как производственники, как те, кто эту моду... посыл, да. Все-таки узор. Вот хотя и сказали не узор, да, мы пользуемся узором, потому что мы предлагаем девушке в джинсах, в блузке, в рубашке, ей предлагаем жилет. И узор нас в этом плане как-то и спасает, потому что мы показываем, это татарский узор. Потому что, понятно, мы с книгой Валеева и с другими исследованиями, музей, мы проехали по музеям, практически половины музеев Татарстана, вторую половину еще не успели. Мы нашли уникальные вещи. И вот ушковая, вы там показали в вашем видеоряде, была ушковая. Это уникально вместе со швом кожаной мозаики, казанский шов, это уникально. И вот эта вот ушковая техника. Что мы предлагаем сегодня? Мы предлагаем детали в гардеробе, например, из ушковой техники, выполненной в ушковой технике, там карман или что-то такое. И что касается изю, вы о нем говорите, мы о нем говорили мало, но на самом деле у казанских татарок изю для них было одним из, может быть, из главных украшений, как мы вот считаем. И мы предлагаем это изю также девушкам и молодым, то есть в качестве элемента. А посмотрите фотографии 19 века, помните эти фотографии, где девушки, женщины, татарки в европейском платье, будем говорить европейское, и на голове у них колпачок. Вот это тот элемент, которым они тогда об этом говорили: я татарочка. Поэтому и сегодня мы, понятно, мы берем узор, мы берем какую-то новую технику, мы берем деталь. Вот я очень люблю жилет, и знаю, что девушки в модных джинсах, кроссовках, но в жилете с узором, вот я просто поклонница вышивки, узора, поэтому я только единственное, со всем остальным, может быть, соглашусь, но вот узору я готова петь вот такие песни, что мы и делаем в своих нарядах. Да, мы их в платье переносим, да, переосмысливаем, да, правильно. Есть потребность, есть спрос, соответственно. То есть каждый хочет какой-то свое, любимый свой какой-то стиль гардероб, как-то немножечко украсить. Не только на спрос. Я уже говорила в самом начале, что есть вещи, которые мы предложили. Предложили, и женщины это берут. Вот начали мы с деталей на деловом костюме. То есть это вышитый лацкан, это манжет, заволновалась, тема такая. Потребителям, возможно, это вот тоже достаточно. Может быть, потом придут в музей, может быть, потом будут знакомиться. Может быть, сначала, может быть, с обратного начать, да, с другого. То есть не из музея понимать и искать этот интерес, да? Дизайна, прежде всего, все равно. То есть, но в этой ситуации мы можем называть сегодня модельеров и дизайнеров проводниками, скажем так, татарской духовности, татарских... конечно, в каком-то смысле, да. Но что касается музеев, то это как бы разные вещи.
музей обязательно, потому что я вам сказала, приходят Это когда к нам профессионально люди, вы начинаете с этим работать? не знают об историю Изю, там, Колфачка. И когда эта культура придет, вот тогда и в ношении одежды появится смысл. Вот почему носили именно груди? Ведь они могли быть в повседневной одежде, например, да, вот, то есть она ходила, такая себе ненарядная, пошла, нарядилась, тут все камни, там глубокие смыслы заложены, потому что, ну, у меня тоже немножко стилизованная Изю, более осовремененная, вот, там были камни нашиты, монеты, это то, что женщина самое дорогое сюда себе на грудь Знаете, немаловажный факт, это когда экономия. Экономичность, Да, это да. же тоже очень важно. То есть, одна если ты деталь. делаешь ушковую технику, еще какие-то ручные вышивки, это же баслословные деньги получается. И никому не нужно это И будет сейчас даже. в завершении программы, буквально все вместе, хочу, чтобы мы как-то подвели, наверное, итоги сегодняшней беседы. Все-таки вот национальные мотивы, давайте так назовем, в современной моде, давайте национальными мотивами назовем, а не модой. А вот это все-таки коммерческий тренд или внешнее проявление самоидентичности? Вот что больше? Тут каждый должен ответить. Да, Для кому меня, не только как для исследователя, а для татарки, это внешнее проявление своей идентичности. Да, я тоже так считаю, несмотря на то, что вот занимаюсь модой, я думаю, что это пришло. Вот, Есть потребность. Потребность появилась, вот это какое-то дыхание, особенно когда приезжают к нам гости, они говорят, там у меня бабушка татарская, я хочу что-то иметь. То есть вот это заговорило, это там что-то в душе начало откликаться. Да, я считаю, тоже современный национальный костюм и национальная мода – это, конечно, проявление культурной идентичности. Действительно. То есть в первую очередь. Конечно, да. И мы наблюдаем ее всплеск вот сейчас на данный момент. Безусловно. Причем среди молодежи. Я, да, могу тоже добавить, да, действительно. Интерес очень большой со стороны молодежи, особенно вот в последнее время. Поступает даже больше, да? Но поступает, интересуется, да, на самом деле, очень интересуется. Для меня это самовыражение. Вот мое мнение, мы немножечко потеряли историю в Паралне 100 лет. И мы ее вот потеряли в 19-м, там, в начале 20 века. И сейчас мы получили большой всплеск, и мы не знаем точно, что с этим делать. То есть в каком направлении, как правильно это будет, поэтому и мы дискутируем. Айзат? Да, я тоже так считаю, я солидарен с вашим мнением. Ну, конечно, вот этот разговор, во-первых, очень полезен, да, то есть вот я, например, поняла, что как музей мы тоже должны предлагать другие формы, да, знакомства с наследием, это очень полезно для нас вообще. И, конечно, вот я думаю, что совместная эта работа, она позволит нам вот в этот тренд общей этномоды влиться, потому что наши братские народы, и казахи, которые удачно, киргизы, которые очень хорошо работают с войлоком, да, то есть не обязательно они реконструируют свою одежду или предлагают, да, но они как бы создают на основе своих технологий, вот так же, как мы на основе кожаной мозаики, да, создают какие-то новые модели, которые тоже несут вот эту этническую составляющую, да, и говорят о том, что да, это казах, это там киргиз, да, и вот мы тоже должны себя презентовать как татары. Несомненно, у нас есть эти знаки, у нас есть это богатство, у нас есть это наследие, мы должны его актуализировать так или иначе. Тем более видим такой всплеск интереса, да? Сейчас, да, подходит к концу. Подходит к концу. Давайте подведем итоги нашего опроса. Зрители решили так, что 67% это национальная одежда, это модно, это современный тренд. Не в одежде дело, да, дело в другом 10%. Нет, не в одежде дело 21%, и 10% посчитали, что это прошлый век. Ну, в общем, тоже определенный показатель, что все-таки современный тренд. Мне хочется поблагодарить всех гостей, прекрасных гостей сегодня в нашей студии. Альфред, тебе есть что добавить? Большие Точку перспективы. опоры вы нашли? Конечно, точка опоры — это наша коллекция и творчество, творческий подход. Где-то здесь есть потенциал для синергии между разными творческими людьми из таких разных направлений. Я думаю, что нас ждет большое будущее в этом смысле. Да, хорошо, что есть такое веяние, влияние и новые форматы, которые мы сегодня увидели, и новые смыслы тоже. Благодарю всех за участие в программе. Это было ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо. Күңел берлән сиян бәхтен татарның, күрергә җанлылык вакытын татарның, татар бәхете өчен мин җан атармын.
Татар бит мин, үзем дә